Мгм. Я думаю, времени прошло достаточно. Можно было уже давно подключиться, кто хотел. И, наверное, мы начнем. Значит, сегодня мы разберемся. У нас тема заявлена такая: разработка бук-трейлеров в программе VideoPad. Поэтому мы сегодня рассмотрим как раз вот эту программу. До этого рассмотрим, что вообще такое бук-трейлер и как его начать создавать. На какие этапы разбить создание бук-трейлера. Значит, прежде чем начнем, я хотел бы напомнить, что нужно будет выслать карту обратной связи. Значит, и кроме того, значит, здесь ведется запись, потом ссылку на это видео мы попозже скинем. Итак, поехали. Сейчас я подключу экран. Угу. Так, экран видно? Напишите в чат, пожалуйста, видно экран или нет. Мгм. Мгм. Да, спасибо. Так, значит, с чего начнем? Давайте я открою блокнот. Здесь буду параллельно вести такой небольшой как бы конспект. Для того, чтобы было проще воспринимать информацию. Итак, в принципе, бук-трейлер. Ну, мы прекрасно знаем, что такое бук-трейлер. Бук-трейлер — это небольшое видео. Это небольшое видео длиной порядка 2-3 минут, которое презентует книгу. Бук-трейлер, в принципе, можно разделить на две части. Да, буктрейлер — это презентация 2-3 минуты. На самом деле больше действительно не надо, потому что иначе это затягивается и теряется интерес у зрителя. Задача буктрейлера рассказать, даже так, цель — это рассказать о книге или авторе. Ну, в основном, конечно же, это книга. Привлечь внимание книги для того, чтобы она стала популярной. Ну, это, собственно, задача нас всех библиотекарей. Обеспечить популярность чтения. Итак, создание буктрейлеров можно как бы разделить на две части. Это первое — это презентация. По сути дела, обычный PowerPoint презентация, которую вы можете сделать там что угодно. И второе — это постановочный ролик. Постановочный ролик, он в принципе заходит публике гораздо лучше, потому что, ну, сейчас аудиовизуальная информация, она захватила, так сказать, наш мир. Контакты, социальная сеть ВКонтакте, YouTube и так далее, они очень много работают с видео. Можно, конечно, и с презентацией сделать видеоролик, но это будет не так интересно. И здесь, если мы хотим распространить наш вот этот контент вовне, то нужно сделать, конечно же, очень такую красивую картинку, харизматичный выступающий должен быть, ну и довольно такой качественный сценарий, скажем так. Итак, значит, на какие же этапы создания буктрейлер можно разделить? Ну, первое, пожалуй, это, собственно, нужно прочесть книгу.
Можно взять книгу, которую вы и так любите, знаете хорошо, понимаете, и сами хотели бы про нее что-то рассказать, тогда вам будет гораздо проще. Если прям есть конкретно задание, нужно рассказать про вот такую-то книгу, опять же, лучше всего, когда вы сами проглотите через себя, пропустите через себя эту книгу, у вас в мозгу появятся нейронные связи, и вы лучше будете ее понимать. Здесь никакие короткие содержания, конечно же, не прокатят. Они не будут столь эффективны. Значит, второе, что нужно сделать, это составить сценарий. Составить сценарий, ну, то есть здесь, когда мы составляем сценарий, мы также разбиваем на несколько задач. Первое – это заинтересовать читателя. Можно рассказать про какие-то интересные моменты, неожиданности, там, события какие-то из ряда вон выходящие. Может быть, рассказать, какие есть разноплановые герои. То есть, вот один из вариантов, как можно это сделать, мы говорим, что вот необычный сюжет, первое. Или мы говорим, что вот есть такой-то герой, есть сякой-то герой. Их сопоставляем между собой. Немного про них рассказываем. И так или иначе мы немного погружаем с нашего не читателя даже, а зрителя в эту книгу и таким образом его пытаемся заинтересовать. При этом очень важно не раскрывать основной сюжет книги. В современном мире это называется спойлеры. Спойлеры никто не любит, и очень будет жаль, когда вот человек в буктрейлере узнал весь сюжет, все самые неожиданные повороты сюжета, и тогда ему нет смысла читать в принципе книгу. Об этом тоже нужно помнить. Можно в конце оставить такую как бы загадку, что вот что будет дальше, узнаете в книгу. И, конечно же, нужно упомянуть имя автора в сценарии, и лучше всего показать саму книгу. Можно ту, которая у вас есть в библиотеке. Дальше, что нужно сделать при создании буктрейлера? Это формат видео. Формат видео может быть нескольких вариантов. Как мы уже сказали, это презентация PowerPoint. Самое обычное, ну, в принципе, это тоже формат видео такой, да, визуальный формат. Потом это может быть постановочный ролик. С актерами. Ну и третье, это может быть просто закадровый голос с картинками. Понятное дело, что первое и последнее, наверное, из этих трех пунктов самое простое, но самое эффективное, самое лучшее, когда действительно вы сделаете постановочный ролик с реальными актерами. Можно сделать какие-то мультфильм настоящий снять, можно снять просто виды города, и это тоже будет интереснее, чем просто презентация в PowerPoint или закадровый голос с голыми картинками, которые вы скачали из интернета. Или же нужно настолько четко подбирать эти картинки, что прям будет все шикарно, что у зрителя возникнет желание читать эту книгу. Ну и при этом стоит помнить, что рамки, которые мы задаем, их не нужно придерживаться, нужно экспериментировать, пробовать, если вы видите, что это будет красивее, эффективнее. Можно наложить красивую фоновую музыку, но при этом нужно помнить, чтобы она не перебивала голос, если у вас есть голос. В конце концов, нам важен визуал и подача, а не музыка в первую очередь. Ну и продвижение видео через соцсети. Если вы сделали классный буктрейлер и его никто не увидел, то значит вы не сделали буктрейлер. И нет от него смысла. Поэтому, что бы вы ни делали, всегда публикуйте это в вашей группе. Пытайтесь это показать как можно большему числу людей. Спрашивайте у них мнение, советы, может быть. И тогда вы не только
сможете работать над своими ошибками, но и, может быть, найдете каких-то волонтеров у себя в библиотеках, в районах, которые смогут вам помочь в том или ином действии. Итак, вернемся теперь к нашей программе. У нас заявлена программа Videopad, и давайте ее прямо покажу, как ее скачивать. Пишем Videopad. Скачать. В принципе, можно даже по-русски набирать. Сейчас поисковые системы достаточно хорошо работают. И вот действительно первая ссылка, которая выдается, она нам подходит. Я прошу заметить, что вот фирма, которая вот этот Videopad выпускает, вот она вот так вот называется. NH Software. Вот эта ссылка, возможно, она, скажем так, там пиратская программа, значит, в нее могли что-то внедрить вредноносное. Поэтому я рекомендую качать с официального сайта. И официальный сайт это вот этот вот сайт, который я сейчас выделил. Значит, что мы видим здесь? Так, это я закрою, чтобы не мешало. Сюда. Значит, что мы здесь видим? Собственно, вот самая первая кнопка «Скачать». Мы задали запрос Videopad скачать. Самая первая кнопка «Скачать», она, в принципе, нам подходит. Ну, давайте нажмем кнопку «Скачать». Можно эту, можно ту, которая выше вот здесь указана. Мы видим, что файл сам по себе очень небольшой, 4 мегабайта всего. Понятное дело, чтобы его скачать и установить, вам нужны права администратора. И вот мы его скачиваем, и буквально через несколько секунд мы его установим. Это вот этот Videopad одна из лучших программ в том плане, что она очень мало весит, но при этом имеет достаточно большой функционал. То есть, согласитесь, 4 мегабайта на программу это просто копейки. Значит, запускаю этот экзешник, принимаю условия, и он мне устанавливает, собственно, саму эту программу. Наряду с другими программами, почему Videopad, например, я выбрал для себя, потому что действительно большой функционал, при этом можно работать достаточно профессионально. В отличие от киностудии, которая от Windows, здесь поддерживается мультидорожность. То есть можно несколько дорожек сразу устанавливать в проект. В киностудии там вот идет видеоряд, и он идет друг за другом. Это бывает не всегда удобно, когда нам нужно поверх одной картинки, например, вторую картинку поставить. То есть вот, допустим, вот я выступаю где-то, и вот здесь у меня появляется картинка какая-то с надписями, там, что-нибудь такое. Вот Videopad это все позволяет делать. При этом у него достаточно интересная возможность, значит, расширенная. Он тоже платный бывает, но вот на бесплатной версии нет никаких водяных знаков и достаточно широкая возможность его использования. В отличие от, например, MoveAvi. Хорошая программа, но на 30 дней и потом платная. Причем вот этот Videopad, он очень легко удаляется, переустанавливается, и опять можно пользоваться практически без ограничений. Итак, вот мы зашли в этот проект. Мы нажимаем «Новый проект». Он создает новый проект нам. И сразу появляется, вот смотрите, подсказка «Добавить файлы», чтобы добавить файлы в проект. Собственно, что мы видим здесь? Вот здесь вот у нас слева такое окошечко, здесь у нас будут те файлы, которые мы переместили в проект. Здесь у нас окно предпросмотра. Также здесь будет иногда окно настроек как бы. И здесь вот это вот две сейчас у нас дорожки. Для видео и для аудио. Ну давайте что-нибудь перенесем сюда. Значит, то, что я сейчас буду рассказывать, применимо и для буктрейлеров, и для всего, что угодно. Поэтому, ну, давайте возьмем примеры какие-то вот отсюда. Угу. У меня на рабочем столе, прошу прощения. Итак, значит, в принципе, есть два способа, как можно добавлять файлы. Ну, первый способ, самый, не знаю, мне кажется, наиболее удобным. Мы просто берем
какой-то файл и переносим его сразу на поле с нашей видеодорожкой. Сюда же мы можем картинки переносить, звук и так далее. Другой способ, мы можем перенести, сейчас картиночки перенесем еще, несколько картиночек. Мы можем перенести картинки вот сюда вот в это окошечко. Здесь, посмотрите, идет разделение. Видеофайлы, изображения, позже может появиться музыка, если мы ее добавим, то есть аудиофайлы. И третий способ, мы просто нажимаем кнопку «Добавить файлы», как нам было предложено подсказкой. Нажимаем вот эту кнопку, выбираем необходимую нам папку и, собственно, добавляем вот эти все файлы. Значит, теперь что мы видим? Вот как мы сказали, вот здесь вот слева окно файлов, которые у нас есть. Справа вот здесь посередине окно предпросмотра. И здесь вот снизу это вот наши дорожки, с которыми мы, собственно, работаем. Что стоит знать? Вот у нас мы мышкой щелкаем вот сюда вот на шкалу времени, у нас передвигается красный ползунок. Вот это красный ползунок, он обозначает, на каком сейчас в данный момент находится кадре наше видео предпросмотра. Мы можем его вот так вот двигать и видим, что вот здесь вот наверху меняется картинка. Хорошо, мы можем нажать кнопку play, чтобы послушать, посмотреть, что там будет проигрываться. А здесь вот ниже есть аудиодорожка, которая в данном случае привязана с видео, которое выше находится. При этом, что удобно и что не стоит забывать при монтаже, то что звук здесь обозначен вот этими пиками. То есть, соответственно, если идет молчание в кадре, посмотрите, вот здесь идет такая полоска, то есть прямая линия без искажений. Если какой-то звук в кадре, то появляются вот такие пики. Еще одна фишка, которую не стоит забывать, это то, что колесиком, двигая колесиком, мы можем изменять масштаб. Это нужно делать, иногда это очень удобно, спасает. Или же вот посмотрите, сейчас я окошечко здесь уберу. Вот то же самое, масштаб можно менять как бы здесь вот. Не забывайте об этом, когда будете монтировать. Значит, что еще здесь мы видим сразу же? У каждого файла, который мы добавляем, здесь есть вот такая как бы загогулина, это проявление видео. То есть сейчас, если мы здесь поставим, там 1 секунду, например, установить, то на протяжении 1 секунды потихонечку этот кадр будет появляться. Дальше есть кнопка FX. Здесь эффекты. Мы добавляем все эффекты. Эффекты можно добавлять как на картинке, так и на видео, на аудио, на что угодно. Понятное дело, что для изображений видео, для изображения эффекты они одни, для звука совсем другие. Но изображение это и картинки, и видеофайлы. Итак, смотрим. Значит, здесь у нас есть как бы название и какие-то пресеты, скажем так, которые показывают, что это за эффект такой. Ну, на первоначальной версии сейчас вроде как все эти эффекты даны. Да, все эффекты годны, но потом через там сколько-то 30 дней, по-моему, они будут пытаться заблокироваться. Это все лечится переустановкой программы. Значит, что наиболее интересно может быть в данных эффектах? Это, ну, например, мы можем изменить скорость, установить, там, ускорить видео или замедлить, или там установить длину видео, если сюда щелкнем. Потом, что еще здесь может быть полезным? Это кадрирование, когда мы хотим обрезать какую-то картинку. Сейчас у нас, к сожалению, здесь вот не видно. Это кадрирование, то есть мы обрезаем рамку вот этой картинки. Дальше, что здесь может быть интересное, это масштаб. Ну, остальное уже дело вкуса. То есть пробуйте, интересуйтесь, и все получится. Будет красиво, я уверен. Главное пробовать и пытаться что-то сделать. Значит,
Кстати, такой момент. Лучше всего, когда вы напишете сценарий максимально подробно, что вы хотите, собственно, увидеть в конце. Понятное дело, чтобы написать максимально удобный сценарий, вы должны знать функционал вот этой программы. И, собственно, сейчас мы этим и занимаемся. Поэтому давайте продолжим. Итак, значит, допустим, вот у нас здесь есть какое-то видео, мы его добавили, и здесь мы видим, что очень много каких-то заминок, мест, где я что-то говорю, но может быть оно не в тему, а может быть оно, так сказать, это там молчание какой-то, он технический момент. И нам нужно обрезать вот это все лишнее. Значит, как это делается? Вот мы ставим курсор в нужное нам место и нажимаем ножницы. Тогда он обрезает вот это видео и становится два разных как бы файла. Мы с ними можем работать как угодно. Мы можем их там или перетащить в другое место, или удалить, нажав клавишу Delete, или выбрав правой кнопкой мыши, нажать удалить. Ну, видим, что здесь сейчас в начале появилось пустое черное место. Давайте сдвинем клип влево. Значит, в принципе, вот этот инструмент обрезать, это наиболее важный в монтаже любого видео. Почему? Потому что, ну, когда мы удаляем все лишнее, мы, так сказать, наводим красоту. Значит, сейчас... И когда вот мы используем вот этот инструмент удалить ножницами, вот это, не удалить, точнее обрезать, вот это вот разделить все дорожки, нужно обратить внимание, что действительно он разделяет все дорожки, абсолютно все дорожки. Что это значит? Ну, давайте добавим сюда вот какую-то картинку. Заметьте, как я это сделал. То есть здесь у нас подсказка. Перетащите сюда свои видеоизображения, чтобы наложить их поверх. Ну, собственно, я и сделал. Я наложил вот сюда вот картинку, перетащил наверх. Сюда же мы можем перенести видео. Или там фотографию какую-то. И вот посмотрите, что происходит. Вот здесь мы наблюдаем за тем, что вот у нас вот эта картинка, она поверх видео как бы идет. На ноутбуке сейчас не очень, конечно, удобно, но поделать нечего. Значит, вот за эти белые штучки мы можем тянуть, чтобы более удобно сформировать себе рабочий стол. Вот на эти стрелочки мы можем нажимать, чтобы сворачивать эти дорожки. И, собственно, что мы видим? Сейчас вот у нас появляется одна картинка. Вот сюда наверх смотрим, в окно предпросмотра. Потом видео идет дальше и появляется другая картинка. Причем поверх. Если мы обратим внимание, то увидим, что у нас вот эта картинка с форзацем накладывается поверх видео. Это и есть принцип вот этих дорожек, о которых нужно помнить. То есть чем ниже находится, собственно, там видео или картинка, тем она действительно будет ниже находиться в нашем итоговом видео. Пока что мы еще работаем только с проектом, и ни о каком видео готовом мы не говорим. Это все будет при рендеринге. Значит, чтобы изменить длительность картинки, мы можем или потащить за вот эту квадратную скобку, или можем нажать правой кнопкой и нажать «Изменить длительность». Здесь у нас появится вот такая штучка с временем. 12 секунд сейчас поставили. Так. У нас времени мало, поэтому я, может быть, спешить буду, но потом посмотрите, зафиксируйте, чтобы было понятно. Кстати, есть по видеопаду очень много обучающих роликов в интернете, поэтому не стесняйтесь, можно даже там посмотреть. Давайте сделаем вот что. У нас сейчас вот этот кадр, он загораживает полностью. Мы должны сделать так, чтобы вот эта картиночка была где-то там в углу, например. Для этого мы вот что сделаем. Значит, увеличим окно предпросмотра. Здесь, когда мы щелкаем на какой-то вот кадр, появляется вот такая схема. Кружочек, здесь какие-то точечки.
И вот смотрите, если мы наведем на эту вещь масштаб, мы можем изменить масштаб вот этой картинки. И более того, поменять ее местоположение. То же самое мы можем сделать с вот этой картинкой, там где вот форзац не со схемы, а нарисованный. Сейчас прошу прощения, мы все еще меняем масштаб предыдущий, потому что вот здесь вот у нас выделена именно вот эта как бы схема форзаца. Мы щелкаем на дорожку ниже, и теперь можем здесь вот изменить масштаб этой тоже картинки и переместить ее в любое место нашего видео. И вот теперь вот что получилось. Если я нажму play, пойдет предпросмотр. Сначала у нас появляется одна картинка, потом вторая картинка. И потом какие-то там слова. Значит, мы говорили об инструменте разделить. Значит, чем чреват инструмент вот этот, коварен вот этот ножницы? Создатели не очень, может быть, хорошо продумали то, что когда мы нажимаем на ножницы без выделения там какой-то дорожки, он разделяет нам все дорожки сразу. За этим нужно внимательно следить. Это, может быть не очень удобно. Поэтому, если вы хотите разделить конкретную дорожку, конкретную картинку, вы ее сначала выделяете, там перемещаете корпус в нужное место и потом нажимаете уже вот эти ножницы разделить. Выбранный клип у нас отмечены серым цветом таким. То есть раз, разделили, и потом можем с ними работать по отдельности. Удаляем. Значит, так выглядит монтаж вообще вот в этой программе. Очень все в принципе просто. Мы добавляем клипы, что-то обрезаем, перетаскиваем. Значит, теперь давайте добавим какую-нибудь фоновую музыку. Фоновую музыку добавим. Значит, вот здесь у нас есть вот аудиофайлы. Заходим во вкладку. Форзац — это то, что я озвучивал отдельно на микрофон. И есть вот такая. Это музыкальная у нас композиция какая-то. И, в принципе, здесь вот опять же есть подсказка. Перетащите сюда аудиоклипы для сведения. Ну, это значит, что сюда можно перенести музыку. И вот посмотрите, что происходит. Здесь у нас вот это видео у нас там где-то есть, оно такое миниатюрно сжато. И теперь мы переносим вот этот видеофайл, то есть аудиофайл вот левее. Если мы сейчас вот нажмем на эту кнопочку, чтобы перейти в начало, и нажмем play, мы услышали, что у нас появилась какая-то музыка. Прекрасно. Но давайте тогда... Но мы слышим в то же время, что эта музыка перебивает как бы голос. Это не очень хорошо. Мы можем уменьшить громкость вот этой всей дорожки, если уберем немножечко ползунок влево. Вот мы его убираем влево, и теперь снова нажимаем play. Можно еще даже немножечко убавить. Чуть-чуть. Если у вас есть какой-то голос в кадре, то музыка должна быть еле заметной, не должна перебивать. Когда-нибудь задумывались, из чего? Все, отлично, пусть будет так. Но теперь у нас появилась другая проблема. У нас заканчивается вот здесь вот видео, а музыка продолжается. Мы видим здесь вот, что вот она продолжается, продолжается, продолжается. Давайте ее обрежем. Колесиком сейчас увеличим. Значит, ставим курсор в это место и нажимаем ножницы. И лишний кусок мы удаляем клавишей Delete. Однако здесь у нас появилась такая штука, что значит, когда мы заканчиваем наш ролик, как бы, здесь такое резко музыка обрывается, и это не очень красиво. Есть еще одна фишка, как можно плавно угасать, будь то видео или музыка. Значит, мы нажимаем правой кнопкой мыши, если говорим для музыки, для аудио, правой кнопкой мыши и выбираем здесь исчезновение.
делаем с конца клипа и выбираем время в секундах. Пусть это будет 2 секунды в данном случае. Нажимаем ОК. И посмотрите, сейчас вот здесь такая синяя линия, это уровень громкости. Мы визуально даже видим, что вот уровень громкости спадает и в конце становится нулевым. Прекрасно, нам это и нужно. Если мы нажмем play, то услышим, что действительно музыка в конце гаснет. Значит, как же быть, если нам в каких-то местах нужна музыка, в каких-то нет? Ну, мало ли, вот у нас есть какая-то говорильня условно, потом идет фоновые там какие-то кадры, где человек молчит, и в эти моменты мы можем увеличить громкость музыки. Ну, это делается, например, таким образом. Мы вырезаем кусочки музыки. Так, назад. Вырезаем кусочки музыки и можем плавно их как бы вот здесь вот изменять громкость через эффекты. Здесь не получится, прошу прощения. Да. Значит, для этого вот мы обрезали какое-то аудио, где у нас, допустим, предположим, что вот здесь вот у нас начинается молчание и какая-то, не знаю, красивая просто картинка, и здесь мы можем увеличить отдельно звук музыки. Для этого мы щелкаем дважды на вот этом выделенном обрезанном фрагменте. Значит, колесиком сейчас увеличим этот момент. Ползуночком перешли в нужное место. И смотрите, можем поставить как бы контрольные точки. И теперь, потянув за следующую контрольную точку, мы можем увеличить громкость музыки. Возможно, вам покажется, что это дебри, но для общего развития пусть оно будет у вас в головах. В будущем это может вам пригодиться. Значит, и сейчас мы видим, что... И даже слышим. То же самое мы можем, собственно, уменьшить звук. То есть, допустим, в этот же момент нам нужно, чтобы голос уменьшился. Мы также обрезаем в нужном моменте, увеличиваем и уменьшаем громкость. Вот таким вот образом. То есть, собственно, мы видим, что музыка сначала увеличила громкость, потом уменьшила голос, наоборот, сначала уменьшил громкость, потом увеличился обратно. Сейчас я еще раз говорю, просто говорю функции инструменты, потому что времени мало. Вам нужно будет самостоятельно потом поработать, попытаться что-то сделать с творческого, так сказать, с высоты вашего творчества. Так, какие еще функции инструменты? Я говорил, что аудио мы затухание сделали. Теперь можем то же самое сделать для видео. У каждого видео или фотографии в конце есть такой как бы буква X. Если мы нажмем сюда, это открывается окно переходов. Ну, допустим, делаем там какую-то звездочку. Смотрим на окно предпросмотра. Я сейчас двигаю ползунок, и вот с помощью звездочки у нас исчезает наше видео. Отлично. Значит, с помощью вот этот значок, как я сказал, это переходы. То есть, в принципе, мы можем делать переходы между видеофайлами и между картинками. Для этого вот мы их ставим на нашу дорожку, видеодорожку, соединяем между собой и видим, что здесь появился значок между ними. Значит, нажимаем на него, и также появляется у нас какой-то вот переход. Значит, когда мы нажимаем вот на этот значок, у нас появляется окно вот этих переходов. Здесь мы выбираем нужный нам переход, а также можем настроить длительность его показа. Там, допустим, 2 секунды.
Здесь мы говорим, что нет заморозить кадры в начале и конце перехода, если нам важно, чтобы оставалось на место. Или говорим, что иногда для видео, для переходов на видео лучше использовать вот эту функцию, да, передвинуть клип. В данном случае мы говорим, что заморозить достаточно. Итак, вот мы видим, что у нас картинка сменяется другой картинкой с помощью вот этого нашего перехода. И в конце мы можем еще один исчезновение добавить. И видим, что картинка появляется и потом исчезает с помощью, опять же, другого перехода. Так, значит, еще одна важная вещь, которая может нам пригодиться, это, стоит вообще, конечно, сказать, что мы можем перетаскивать картинки, вот эти видео по всей вот этой шкале. Не стоит об этом забывать. И давайте еще добавим какой-нибудь текст. Значит, добавим текст. Для этого вот мы нажимаем «Добавить текст». Сделаем, здесь есть какие-то пресеты, но мы добавим для начала простой текст. Здесь, в принципе, подсказки он говорит, выберите текст, чтобы изменить шрифт или стиль. Давайте напишем что-нибудь. В этом видео я говорил про форзац, например, да? Форзац. Вот здесь сейчас в окне перед просмотром он показывает, как это выглядит на таком клетчатом фоне. Мы можем выбрать вот здесь флажок и выбрать видеоряд, чтобы посмотреть, как он будет на фоне видео смотреться. Значит, сейчас у нас в окне дорожек мы нажали кнопочку «Добавить текст», и он появился, этот текст, там, где у нас был курсор. Собственно, вот он. Чтобы отредактировать этот текст, мы должны выбрать его вот здесь, вот, куда мы его добавили, или щелкнуть вот сюда вот, или дважды нажать на него. И теперь посмотрите, что мы можем здесь сделать. В принципе, как в Word. Можем изменить там начертание какое-то. Можем там жирным его, курсивом, подчеркнутым сделать. Можем увеличить размер шрифта. Можем изменить цвет букв. Можем добавить тень, если вот галочку нажмем. Можем добавить обводку. Обводка иногда полезна может быть, когда у нас, например, вот мы хотим белые буквы на таком светлом фоне. Иногда обводка, вот обводку можно сделать черным, в том случае будет более читабельно. Еще прикольная штука, мы можем добавить фон текста. И вот посмотрите, вот здесь у нас вот этот текст, он как бы закрашенный. Тоже удобно, когда мы хотим, чтобы он был, чтобы наша плашка как бы с текстом никуда не исчезла. При этом можем сделать, например, 30% прозрачности этого фона. И вот здесь у нас вот так вот оно будет. Значит, как вы увидели, кроме того, я могу перетаскивать вот этот текст по кадру, что тоже очень удобно. Но при этом нужно помнить, что если я вот здесь вот сделаю выравнивание нашего текста, вот посмотрите, вот здесь он уже как будто ушел. Смотрим на окно перед просмотром. Нам придется его зацепить и как бы вернуть назад. Давайте еще раз нажмем. И вот видим, что текст вот можно, допустим, снизу слева сделать. Но я вас предостерегаю сразу, что никогда не нужно там все картинки или тексты размещать прямо в углу. Всегда лучше всего его чуть-чуть отстранять в сторону. Так будет красивее, лучше читаться. И когда, например, если вы будете в YouTube или там ВКонтакте публиковать ваш ролик, здесь может появиться снизу как бы окно там прокрутки и так далее. Типа сколько времени там осталось и что-то в этом роде. И опять же, мы можем на этот текст наложить проявление
и также затухание. Допустим, там через растворение. И вот мы видим, что текст через проявление у нас появляется, и потом через наш эффект уходит. И также мы можем задать его длительность показа этого текста, изменить скорость клипа. То есть вот изменить скорость клипа можем сделать так, и здесь длительность изменить, там сколько он будет нам показываться, 10-12 секунд, сколько угодно. Или же можем потянуть за вот это, за квадратную скобку. Так, основные инструменты мы в принципе рассмотрели. Там нам теперь стоит научиться сохранять проект. То есть, чтобы мы что-то намонтировали, хотим вернуться к монтажу чуть попозже. Для этого мы нажимаем на кнопку «Сохранить проект». И выбираем, соответственно, место, название, нажимаем «Сохранить». Здесь нужно понимать, что когда мы сохранили проект, это еще не готовый видеоролик. То есть мы не сможем его загрузить там в YouTube, ВКонтакте или там показать без вот этой вот программы. При этом также нужно учитывать, что если вдруг удалятся какие-то вот файлы, которые я добавлял в этот проект, или переименуются, или будут там на другом диске, он тоже будет спрашивать и их искать. Ему это будет тяжело. Ну, например, вот мы использовали вот эту музыку. Сейчас я ее переименую с единичкой. Он говорит, что используется. Ну, давайте закроем пока проект наш. Вот, он переименовался. Значит, сейчас я открываю наш видеоредактор. Говорю, что используется не в коммерческих целях. И вот наш последний проект здесь отображен. Я клацаю на него. И посмотрите, вот этот файл я его переименовал. И он его не может найти. То же самое произойдет, если вы переместите файлы в другое место. Там, если вы не подключите флешку, там еще что-то, на котором вот эти файлы были. И он спрашивает, где файл? Мы можем исправить это вручную, если мы его где-то действительно переименовали или он не увидел путь. Мы можем нажать «Исправить» и указать ему вручную этот путь. Вот зелененьким стал, значит все стало хорошо. Но это хорошо, когда у нас один файл такой. А если их там десятки, нам придется каждый исправлять вот этот путь. Это не очень хорошо. Поэтому лучше всего, когда вы будете работать там на одном компьютере, на одном диске, это будет проще. Нажимаем «Готово». И вот он подгружает все вот эти вещи и размещает это все на наших дорожках. И теперь последний момент. Нам, собственно, вот мы научились, как добавлять видео, как добавлять музыку, картинки, текст. Нам нужно теперь сделать готовый видеоролик. Для этого мы нажимаем «Экспортировать видео», «Файл видео». И в принципе, те настройки, которые он здесь нам выдает, как правило, их достаточно. Их и можно использовать, их и нужно использовать. Мы можем только изменить имя файла и место его расположения. Остальное, в принципе, можно не трогать. Единственное, что хочу вас предостеречь, когда вы делаете клип только из картинок, бывает, что они очень большого разрешения. И тогда вот здесь вот будет, вот не как здесь сейчас у меня 1024 на 576, это он сам говорит, что у меня видео такого формата, поэтому он его определил. Он может здесь взять очень большой размер. И получится, что даже там буквально 10 там, секунд или там 30 секунд видео из огромных этих картинок будет весить очень много. Поэтому, если вы делаете что-то только из картинок, то лучше, когда вы выберете вручную там размер. Достаточно будет вот 720p. 1280 на 720. 720p. Это уже формат как бы там ВКонтакте, Ютуба. И теперь мы нажимаем там «Создать». Ну, в данном случае, еще раз,
автоопределение по содержимому самое оптимальное, как правило. Нажимаем «Создать», и вот идет процесс создания вот этого видеоролика. В принципе, работа в этой программе, она не очень сложная. Однако, если вы научитесь работать в ней, то вам гораздо проще будет даваться и более сложные программы, например, Adobe Premiere Pro. Это программа, которая сейчас у любителей, у видеоблогеров пользуется огромной популярностью. Ну, понятное дело, она платная, но есть возможности ее заполучить бесплатно. Итак, значит, сейчас он закончит. У нас 3 минуты осталось как раз до конца работы. И вот посмотрите, вот сейчас, вот я сейчас нажал «Вид» кнопочку, он должен открыть папку, в которой у меня находится это видео. Вот оно есть. И сейчас вот это видео мы можем там загружать в YouTube, ВКонтакт или показывать там на презентации. Это уже готовое видео, с которым можно работать. Еще раз, для того, чтобы его сохранить, мы нажимаем вот здесь на главной панели «Экспортировать видео». Вот оно у нас открывается сейчас. Мы сейчас в содержимое, так сказать, не вглядывались, не вдавались. Я вам просто показал, какие есть кнопки, какие существуют функции у этой программы. Да, какие есть функции у этой программы, остальное нам, в принципе, все дальше творческое ваше начало. В принципе, это все. Значит, еще раз напоминаю про анкеты обратной связи. Запись самого этого, о чем мы говорили, она будет позже разослана. Через Марину Николаевну это все будет сделано. В принципе, Надежда, вы мой самый лучший слушатель, хоть и единственный, поэтому если есть вопросы, можете сейчас задать. Ну, самый лучший, да, спасибо вам. Ладно, в принципе, здесь только через самообучение это все нужно, так сказать, постигать. Поэтому, сами понимаете, за час освоить полностью программу это крайне тяжело. Еще понимать, что именно для буктрейлера нужно делать. Поэтому, если что, извините, что было скомкано. Поэтому давайте удачи, дерзайте, делайте буктрейлеры и показывайте нам. Всего доброго.